Приветствую, друзья! Сегодня на Херсонском направлении российские войска отошли с нескольких сел, собственно подтверждая вчерашний приказ министра обороны Шойгу о том, что с вот этой области все-таки намечен вывод российских войск. Данный приказ кому-то может нравиться, а кому-то не нравится, но тем не менее всем вот этим, кому это все не нравится, просто можно напомнить о том, что когда идут такие боевые действия, неисполнение приказа является чистым предательством. В оставленной российской армией поселки без боя медленно, аккуратненько заходят солдаты Зеленского и прочие натовские войска, опасаясь все-таки того, что все это на Херсонском направлении может быть одной большой ловушкой, и об этом говорят официально и украинские говорящие головы, и даже западная пресса. Учитывая серьезнейшие последствия политические и морально-психологические выхода российских войск с Херсонского направления, здесь стоит отметить, что военные и Генштаб не руководствуются категориями политики или эмоций, а там, безусловно, всегда есть холодный военный расчет и военная целесообразность. Логично предположить, что в 21 веке, когда начинают планировать либо оборонные операции, либо наступательные операции, то всегда считают наперед и, конечно, оценивают возможности по логистике в отношении боеприпасов, различной военной техники, средств ПВО и так далее. И, конечно, оценивают системы вооружения противника. Как известно, любая война – это в первую очередь логистика. И в Генштабе, я думаю, что это прекрасно понимают. Именно поэтому, если на каждые условно 10 снарядов противника можно физически завести нашим войскам один снаряд, то, безусловно, такая расстановка сил в том регионе явно не устраивала российский Генштаб, и были приняты соответствующие сложные решения. Это может кому-то нравиться, а кому-то не нравится, но тем не менее это математика, с которой обычно просто невозможно спорить. Можно, конечно же, загонять туда невероятное количество людей, колоссальные потери получить и в конечном итоге получить еще большее серьезное военно-политическое поражение. И это, конечно же, гораздо худший сценарий, нежели мы сейчас наблюдаем. Также не стоит забывать, что против Российской Федерации сейчас воюет самая грозная военная и экономическая сила в мире. Это конкретно страны Запада, блока НАТО, и у них в плане ресурсов и вооружений все гораздо лучше, чем в Российской Федерации. Причем не в 2, не в 3 раза, а в раз 10-15. Для этого нужно просто, посмотреть открытые данные в интернете в отношении военного бюджета Соединенных Штатов Америки, стран Евросоюза и Российской Федерации. И, вопросы отпадут сами собой. Для особо упертых, например, карта полетов разведывательной авиации стран НАТО, различных самолетов и разведчиков, беспилотников-разведчиков, которые сканируют в режиме реального времени постоянно поле боя и, конечно, всю эту информацию перекидывают своим войскам в Украину. И это лишь реально маленькая часть той здоровенной гигантской военной машины, которая сейчас задействована против нашей Родины. Причем я имею в виду и Украину, и Россию, и Беларусь, и все страны бывшего Советского Союза. Тем более, если кто-то думает, что западные страны какие-то ограничения накладывают на свои поставки вооружений своим же войскам в Украину, то например, очередная новость, которая этому противоречит. Байден заявил, что дальнобойные ракеты к системам «Химарс» давным-давно уже поставлены в войска Зеленского. И тут можно, конечно, бегать по интернету, устраивать панику, кричать, что все пропало, бросайте оружие, спасаемся и все остальное, но в конечном итоге все это конкретная работа на врага. И здесь мы должны это тоже четко понимать, что дело-то ведь не в Украине, а конкретно западные страны через Украину нацелились на Российскую Федерацию, на ее уничтожение. Для особо непонятливых публикую например, новость конкретно с военного ведомства Соединенных Штатов Америки, которые рассказывают, что якобы в России около 100 тысяч потерь. Обратите внимание, что в американском военном ведомстве прямо уже переплюнули даже пропагандистов Зеленского и уже публикуют цифры, которые даже бредни пропагандистов Зеленского переплевывают. А это говорит прямо о том, что Соединенные Штаты Америки ставят себе центральную цель, это, конечно, раскачать ситуацию внутри Российской Федерации, используя подобные ситуации с Херсонским направлением и прочими проблемами на фронте реальными для того, чтобы именно
именно уничтожить Россию изнутри. И, конечно, главная вот опора Пентагона и прочих западных стран внутри России, так это как раз вот эти паникеры и истерички, которые сейчас по логике западных стран должны подхватить всю вот эту истерию, которую сеют в интернете, и, конечно, разгонять ее дальше для того, чтобы Российская Федерация просто развалилась на части. Для того, чтобы достичь вот этих целей, конкретно западные страны уже даже заявили про свои тактические хотелки в виде заморозки конфликта в Украине, для того, чтобы раскачивать ситуацию внутри Российской Федерации. И уже объявили о том, что если, знаете, линия фронта стабилизируется и с Херсона войска будут российские полностью выведены, то это будет хорошая, условно, платформа для переговоров в формате, знаете, так называемого Минска-3. И это, безусловно, крайне выгодно Соединенным Штатам Америки. Именно поэтому через говорящую голову с Пентагона, опять же, американцы озвучили данный тезис. Как известно, западные страны считают территорию Украины своей. И для нас, для украинцев, и для россиян, и для белорусов эта территория сейчас временно оккупирована. И Соединенным Штатам Америки крайне выгодно, чтобы ту территорию, которая по Конституции Российской Федерации уже считается Россией, чтобы она была оккупирована. И именно там были серьезные вот поражения тактические российской армии. Именно поэтому мы видим вот такие вот попытки все это дело, знаете, завязать в какие-то невыгодные переговоры в формате Минска-3. В России, я уверен, все это прекрасно понимают, особенно с учетом вот этого вороха проблем, которые есть и в Министерстве обороны, и в Генштабе, и кадровые проблемы, потому что объективно за 30 лет так называемой независимости в Российскую Федерацию также западные страны закинули очень большое количество пятой колонны. И сейчас просто жизненно необходимо эту пятую колонну просто вычистить оттуда, иначе Россию и другие страны также ждет очень серьезный и тяжелый период и поражения. Именно поэтому сейчас западные страны опасаются реальной серьезной наступательной операции, где с российской стороны будет все нормально с логистикой. И, конечно, сейчас эти все, знаете, страхи озвучивают через своих прокладок в виде вооруженных сил Зеленского. Также напомню, друзья, что ко мне приходит много интересной информации. И всем я не могу здесь поделиться на YouTube, потому что тут есть масса ограничений, а в Телеграме их нет. Поэтому все самое интересное я публикую у себя в Телеграм-канале. Ссылка на него в описании и первым комментарием под видео. Кому интересно, переходите, смотрите, подписывайтесь. Напоминаю, мой телеграм-канал выглядит вот так. Сейчас делают много клонов, и важно, чтобы вы подписались туда, куда надо. Ну а с Ирана тем временем уже буднично прилетел очередной грузовой Боинг, который вряд ли привез с Ирана там апельсины и мандарины. А скорее всего там речь идет о различных беспилотниках и баллистических ракетах. И все это явно привозится не для того, чтобы заморозить конфликт. На Купянском направлении тем временем российские войска переходят в атаку и уже возвращают ряд утраченных позиций, которые были оставлены буквально месяц-полтора назад. А вот по Днепропетровску и по Одессе продолжают прилетать беспилотники Герань-2. И здесь можно отметить, что прилетают они туда, куда надо, и системы ПВО особо не работают, потому что вот по дурости выложили фотографию с двигателем от использованного беспилотника Герань-2, и на фоне этой фотографии с места прилета мы видим, что там конкретно попали в кадр ящики, которые используются странами НАТО для перевозки оружия. Так что можно сказать, что под подобными фотографиями натовские войска просто сами признали, что действительно Герань прилетает именно по складам боеприпасов и достаточно эффективно. А тем временем немецкая пресса сообщает, что в Украине гораздо хуже сейчас идет рецессия, нежели планировали, потому что планировали, что экономика Украины упадет на 35%, но все гораздо хуже. Давайте почитаем. По словам министра экономики Юлия Свириденко, ВВП в Украине упадет даже больше, чем ожидалось. Сейчас прогнозируется спад на 39% вместо прежних 35%. Тем более несложно догадаться, что атаки на энергетическую инфраструктуру не продолжатся, и экономика будет падать еще более ускоренными темпами, потому что объективно промышленность без электроэнергии тупо не работает.
Многие подписчики в комментариях интересуются, а в чем смысл, например, лишать электричества там Киев там и другие крупные города, почему, собственно, население должно страдать и так далее. И если просто отбросить даже вот то, что, конечно же, натовские войска сейчас укрываются в крупных городах и пользуются всеми этими благами, как электричество, для того, чтобы поддерживать свою, знаете, свой наступательный потенциал, то здесь, если вот даже отбросить это, военную составляющую, то здесь стоит отметить, что любая война, любые боевые действия — это в первую очередь битва экономик. И сейчас мы видим, что с Украины все-таки хотят сделать такое очень тяжелое ярмо для западных стран, чтобы экономический ущерб для Евросоюза и для Соединенных Штатов Америки был максимальный от Украины. Вот, например, новость, подтверждающая данный тезис о том, что Еврокомиссия с горем пополам все-таки уже начинает выделять Украине на следующий год 18 миллиардов евро кредитов. И здесь мы видим уже, что Европе это делать крайне тяжело. И ряд стран к этому очень и очень скептически относятся. И по сути сейчас Украина живет за счет Евросоюза и Соединенных Штатов Америки. Причем в первую очередь это выражается в товарном эквиваленте, в поставках топлива и так далее. Причем тут мы видим, что западные страны продолжают кредитовать Украину, которая накопила уже колоссальное количество долгов. А если мы увидим в ближайшее время серьезные наступления, то по факту все эти долги просто обнулятся, сгорят. И по факту все вот эти, знаете, выделенные кредиты и все остальное, это уже будут, как говорится, проблемами банкиров или тех, кто их давал. А конкретно Евросоюза эти будут проблемы и американские это будут проблемы. И поэтому, чем больше сейчас кредитов будут выделять с Евросоюза и Соединенных Штатов Америки, тем более меньше будут их выделять в дальнейшем. Потому что любой банкир будет понимать, что с такой проблемной территорией, как Украина, у него все эти, знаете, кредиты, они точно не вернутся. И это очень серьезный риск, на который не пойдут ни в Европе, ни в Соединенных Штатах Америки. Все это происходит на фоне, знаете, увеличения противостояния и маразма внутриполитического в Соединенных Штатах Америки, потому что мы видим, что американский президент уже в открытую угрожает Илону Маску, который в открытую поддержал республиканцев и призвал за них голосовать. И тут, если американский президент сказал, что нужно проверить Маска на причастность к сотрудничеству с другими странами, то я вас уверяю, расследование покажет то, что сказал американский президент. И здесь мы видим, что подход, например, в Украине, который за 30 лет Соединенные Штаты Америки имплементировали и через своих политиков организовали в Украине, когда политические репрессии, это считается нормой, и на любого бизнесмена просто заводят уголовное дело, если бизнесмен финансирует условно не ту партию, то мы видим, что в Соединенных Штатах Америки процесс точно такой один в один. И можно сказать, что в Украине просто за 30 лет в точь скопировали всю американскую модель и внедрили ее. Сейчас уже очевидно, что западные страны полностью контролируют часть территории Украины, и поэтому уже бессмысленно западным странам соблюдать некий такой политический камуфляж о независимости Украины и прочее. И поэтому мы видим на оккупированных территориях процессы по сносу, например, памятников Щорсу, Ватутину и прочим тем людям, которые реально сделали для Украины очень и очень много, или, например, освободили Киев от нацистов. И поэтому, например, в Одессе мовные патрули — это уже норма. То есть люди, которые приходят по магазинам в Одессе и требуют, чтобы вывески на русском языке были и так далее. Правда, в Одессе есть у них одна проблема, потому что владельцы магазинов предлагают сразу этим мовным патрулям помочь деньгами для того, чтобы сделать таблички на украинском языке. И тут, как говорится, мовный патруль сразу куда-то растворяется в туман. Друзья, на этом у меня все. Выводы делайте сами. И не забывайте подписываться на мой телеграм-канал, потому что там вам всегда можно больше гораздо информации предоставить, нежели здесь на ютубе, потому что тут есть масса ограничений. А в телеграме их нет. Ссылка на мой телеграм в описании, первым комментарием под видео. До скорого.